Сухайм был такой очень интересный человек, преподаватель училища искусств в Уфе, Филипп Буколов. Буколов. Эрлих. Мы с ним познакомились где-то в 1938 году. Мы с ним общались. Я даже переводил его поэму с его помощью, конечно, с чувашского на башкирский язык. Я сейчас помню даже вот первые строчки этого. И родничок такой прозрачный, как журавлиный глаз, начинается поэма. Это прекрасно. Вот я познакомился с Уксаем благодаря этому человеку. Его уже нету, он последние годы жил, по-моему, в Бельвее. Вот это был в 1938-1939 году, приехал где-то в марте, вначале в Уфу приехал. Кстати, первые две книги Уксая вышли на чувашском языке в Уфе. Вот здесь начиналось. Его имя мне было знакомо уже, Уксая. Как-то мы с ним встретились в доме Эрлиха Уколова. Он был не один, с ним была очень красивая блондинка. Когда от него шли, уже было застолье. Тогда, между прочим, мы увлекались питьем, что-то пиво, по-моему, выпили, пельмени ели. Потом он шел в гостиницу, я к себе домой, идем с Уксаем. Он начал читать стихи, как раз стихи из Нарстпи. Когда вот, помните, все лучше, чем я, когда весенний праздник наступает, вот это как раз какое-то совпадение было. Вот первый раз слышал я из его уст стихи из Нарстпи. Потом довелось, что эту поэму перевел на башкирский язык наш писатель Рахман Кали, поэт. Одно издание было, это без меня, он издавал эту книгу. Потом возник вопрос о переиздании поэмы уже после войны. Посмотрели, поэма довольно нуждается в большой доработке. Кстати, я взялся за это дело, как специальный назывался спецредактор. Я, по сути, переписал этот перевод заново. Так что к этой поэме я имею такое отношение прямое. И действительно, то, что вы говорили, это чистая правда, то, что я восхищался. Иногда бывает, что такие есть популярные произведения, которых ты еще не читал, о которых много говорят, много пишут, и когда сам соприкасаешься, нет такого впечатления. А Нарстпи как-то, это уже поэма известная, давно была, когда вот непосредственно прикоснулся, я открыл себе целый мир, духовный мир народа.